Мы на площадке Апснехабар, и у меня есть уникальная возможность поговорить с двумя ветеранами войны, с людьми, которые много-много лет занимались политической деятельностью, у которых совершенно огромный богатый опыт. Справа от меня Аслан Кубахия, слева от меня Ахраб Жания. И сегодня мы будем говорить, я предлагаю нам поговорить на тему лишения гражданства двух ветеранов войны, Ливана Мека и Кана Кварчия. В первую очередь я хотела бы узнать вообще ваше отношение к этому вопросу. Аслан Алексеевич, с вас начнем. Я это много раз говорил уже за этот период, когда эти проблемы начались. Они не сегодня начались, эти проблемы. Это наверное, пару лет, да, когда мы начали в абхазском обществе искать врагов народа, иноагентов, антироссийских элементов, чего никогда за весь послевоенный период никогда в Абхазии не было. Даже тогда, когда Абхазия была в глубочайшей блокаде, народ голодал, граница почти полузакрытая была. Никогда абхазы себе ничего подобного не позволяли. Что самое интересное и самое ужасное для меня, эти 2 года, что я наблюдаю, абхазская власть в угоду определенным политическим силам Российской Федерации начала в Абхазии искать антироссийских людей. Их физически нет. Если вы знаете, я, например, не знаю, Ахрат точно тоже не знает, потому что мы часто говорим на эту тему. Я не знаю ни одного сумасшедшего человека, который сегодня в Абхазии занимает антироссийскую позицию. Но 2 года мы упорно слышали о том, что есть определенные силы в Абхазии, которые хотят навредить абхазо-российским отношениям. И как бы уже процесс пошел наказания. Вообще я хочу того лишения гражданства и тому подобное. Но надо честно сказать, давайте вещи своими именами. 30 лет, да, война началась. Как началась? Недавно Станислав Лакоба рассказывал, как Ельцин с Шеварнадзе в Дагомысе, потом через несколько дней Абхазия должна была капитулироваться и тому подобное, арестовывать депутатов. Все это было. Мы делаем вид, что мы этого не было. Как-то мы это забыли, в конце концов. Но потом, вопреки воле определенных российских кругов, во главе с президентом Российской Федерации, абхазский народ мобилизовался во главе с Владиславом. На удивление всего мира одержала победу. Конечно, мы благодарны нашим друзьям, боевым друзьям, особенно с Северного Кавказа, люди, которые добровольцы пришли, нам помогали. Потом уже что происходит после этого? Буквально через несколько месяцев через год, наверное, да, года даже не прошло, мы попали в глубочайшую блокаду, и наш народ начали морить голод. И почти 10 лет была блокада. Люди голодали, мучились, но от независимости своей не отказались. Я просто хочу многим просто горячим головам, которые думают, что абхазский народ можно как-то нагнуть в бараний рог, согнуть. Этого не получится, потому что абхазцев можно убить, но отнять у них независимость невозможно. Убить могут. И все равно. И пришел Путин. Буквально я был один из тех, я и Рауль Хаджимба, который по поручению Владислава Арденба тогда, Рауль был председателем службы государственной безопасности, я был председателем таможенного комитета. И мы встречались с личным представителем Путина, которому он непосредственно было поручено. Это был начальник ФСБ по городу Сочи, генерал Шишин такой был, Сергей. Огромный 2-метровый парень, я его помню. С такими первая поездка в Абхазию, он приехал к нам, мы с ним встречались, потом мы ездили, много встреч было, и оттуда началось потепление. Потом уже политики подключились на более, в общем, одним словом, послабление пошло. И людям начали давать российские паспорта, уважение к Абхазии. Я, например, я тогда так считал, и сегодня тоже так считаю. Это был определенный такой подарок абхазскому обществу. Мне лично, я гражданин Российской Федерации, я не считаю, что я имею какие-то заслуги перед Российской Федерацией, что мне дали паспорт этой
великой страны. Мы действительно, наше общество к этому относится так. Но если Россия завтра по каким-то параметрам захочет у меня его забрать, я здесь трагичного не вижу ничего для себя. Да, можно там передвижение, но что в стратегическом плане? Мы старшее поколение, мы это переживем. Но молодежь поймет, что, слушайте, вот отняли паспорт у Ливана Мика. Кто такой Ливан Мика? Это авторитетнейший, боевой товарищ, герой Абхазии, который от звонка, это это один из самых уважаемых родов Абхазии, племя внук Баграта Васильевича Щунква. Вы представляете, что эти люди, которые это понимают, они вообще не знают абхазское общество. Баграт Васильевича Щунква семью трогать. И было бы за что. Это уже другой вопрос. Было бы за что, там, если, допустим, ничего подобного. Слушайте, когда молодое поколение видит, что если с Ливаном так поступает, если мы, абхазы, внутри у себя даже есть определенные противоречия между нами, Российская Федерация, мы вообще в Российскую Федерацию как старшего брата видели как арбитра над всеми нашими проблемами. Никогда за весь этот период Российская Федерация ничью-то сторону не занимала. Если это связано с теми народными волнениями, которые были в ноябре месяце, то тогда вы меня простите. Тогда это заказ российских олигархов, против кого Ливан стоял со своими друзьями. Я к чему говорю? Это для Ливана это ничего. Для нашего поколения это ничего. В конце концов, если у нас будут забирать паспорта. А молодые люди подумают 100 раз, а стоят ли вообще эти паспорта, блядь? Слушайте, у нас спокойно под боком Грузия. К большому сожалению, туда молодежь начала бегать. Если кто-то думает о том, что Грузия будет все время лояльна к Российской Федерации, то они глубоко ошибаются. Мы слишком хорошо знаем Грузию. История не раз доказывала. История не раз это доказывала, как они умеют в спину ударить и тому подобное. Абхазы чем хороши? Они никогда в спину не бьют, они даже если им что-то не нравится, они это в лицо говорят. Вот и понимаешь, я не хочу много на эту тему, как бы много занимать еще Ахра и может еще другие проблемы, но я считаю, это грубейшая ошибка тех людей, которые пошли по этому пути. Это одно, что Ливан Мика это патриот Абхазии. Это человек, который, тот же Канкварти, он депутат парламента. Ребята, вы что? Это покушение на органы власти Абхазии. Если вы хотите принудить, тогда скажите. Слушайте, нас в 92 году тоже хотели принудить. Нельзя таким методом. Нас и в блокаду хотели принудить. Но это же неправильно. Это просто, понимаете, только на руку тем, кто действительно хочет посеять в абхазском обществе антироссийские настроения. Вот. Я вообще подозреваю, я могу еще больше сказать, у меня очень много больших сомнений, я вам сразу хочу сказать, я каждый день просматриваю грузинские сайты, смотрю, это наши враги, мы должны, понимаешь, 24 часа отслеживать, и не только я, это наши службы, наверное, занимаются. У нас открылся аэропорт. Кто не радуется этому аэропорту? Просто топорно его открыли, как бы, да? Но это же великое дело, что, понимаешь, у нас будет аэропорт. Слушайте, раньше, если среднего звена российский чиновник прилетит в Абхазию, грузины трубили во все станции мира, что, понимаете, Россия занимается оккупацией Абхазии и тому подобное. Аэропорт открыли, песни поем, радуемся. Молчание. Полное молчание. Понимаете, у меня большие сомнения, что это не абхазо-российский проект, что там в этом проекте присутствует и соседняя страна. Жизнь покажет. Но такого, знаешь, я просто был поражен. Меня это напрягло. Если в угоду определенным российским, грузинским кругам это делается, вот, допустим, принудить Абхазию, это бесполезно. Я всегда говорю, абхазы, если его с животным миром сравнивать, поведение абхазов, да, это ежи, еж. Ежа можно раздавить, но проглотить невозможно.
Лучше не надо этого ежа в рот брать, он просто не проглотишь и все дела. Как-то так. Ахаевич. Действительно, если не понимать, что было, оценить то, что есть сейчас, и сделать выводы практически невозможно. Да, наши отношения развивались в динамике, и эта динамика проходила через разные этапы. Этапы недопонимания, этапы напряженности, и, как Аслан сказал, этапы потепления, потом взаимопонимания, взаимной выгоды, дружбы. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы, ну, так и вообще положено, чтобы отношения соседних стран именно вот в этом контексте развивались. Тем более, как нам кажется, мне и моим друзьям, мы с Асланом неоднократно об этом говорили, что это такой очень-очень взаимовыгодный процесс. Нет здесь таких явных получателей, явных там дарителей чего-то. Мы все выгодополучатели от наших отношений, от нашей дружбы. Это и в историческом контексте, и в геополитическом контексте, о ком хотите. Абхазия, несмотря на то, что она такая маленькая, но в силу ряда причин она занимает какое-то особое место на Кавказе. Вот как тоже мы вчера встречались, кстати, с министром иностранных дел Сергеем Мироновичем, там мы тоже обсуждали, что Абхазия как замковый камень в арке. Он маленький, но если в этот замковый камень вытащите, арка может обрушиться, и непонятно вообще, какие процессы начнутся на Кавказе, если Абхазия утратит вот этот вот свой, с одной стороны, суверенный, с другой стороны, цементирующий фактор. Поэтому, да, лучше дружить, лучше понимать друг друга, вникать в проблемы друг друга и не стараться решить их каким-то таким вот, ну, неконструктивным путем. Вот если вот возвращаться к нашей теме, и про Ливана, и про Кана, ну, что они такого сделали, что не сделали тысячи абхазцев в этот день? Это я просто хочу спросить. Там стояли, может, и больше, чем несколько тысяч человек. Я хочу сказать, что если никто из нас не пожалел о том, что пришел туда, и никто не пожалел, что отправил в отставку эту потерявшую связь с реальностью власть, мы до сих пор так же думаем. И если надо, наверное, еще раз туда придем. Да, они в каком-то смысле координировали процесс. Ливан организовал общественную площадку информационную и так далее. Да, они были лидерами общественного процесса, но они не сделали ничего, что противоречило нашим общим интересам. Они были выразителем нашего мнения. И в этом смысле, если они подвергаются репрессиям подобного рода, то почему мы не подвергаемся? Мы тоже все должны быть в таком случае подвергнуты этим репрессиям, и мы с удовольствием это примем. Потому что для нас, как Аслан сказал, гораздо важнее наши внутренние дела, наша независимость, наша стабильность, справедливость власти. Но никакие внешние факторы не могут на это повлиять. А с другой стороны, вот чему удивляться, да? Несколько лет руководитель нашего государства, глава нашего государства ездил по городам и весям Российской Федерации и просто раздавал интервью, прямо называя маргиналами, агентами Запада, я не знаю, ограниченный круг людей, которые вот баламутят здесь ситуацию. Это было так представлено, что абхазское общество лояльно всем вот этим проектам, о которых мы говорим. А вот есть кучка экстремистов, вот если которых взять скобки и вынести за этот процесс, то все будет нормально. Вы понимаете, вы когда в воюющей стране вот это говорите, которая везде, где надо, где не надо, видит врагов и оппонентов, ну так устроена диалектика этого исторического процесса, понимаете. Фобии возрастают, когда ты находишься в состоянии войны. Конечно, они начали таким образом реагировать. Знаете. Причем никто, ни Совет Безопасности, ни Министерство иностранных дел, ни СГБ, ни вице-президент, ни премьер-министр даже не подумали отговорить этого человека, образумить его.
Что вы делаете? Вы фактически подставляете собственных граждан. Что бы там здесь у нас внутри не происходило, это не должно быть предметом угрозы для иностранного государства. Это очень далеко может зайти. Знаете? Нет, никто ничего этого не сказал, как будто так оно и надо. Знаете? Ну хорошо, тогда это было. Сейчас, предположим, президент имел какое-то там гипнотическое воздействие на наших чиновников. Ну, могу такое предположить, предположим. А сейчас что? Вот сейчас конкретно, вот в частности на Лева Амика пришли документы, опубликованные с печатью и так далее. Почему вы не защищаете вашего гражданина? Почему, кто там это ответственный, в первую очередь, Министерство юстиции, МИД, СГБ, почему вы не даете пресс-конференцию для абхазских иностранных журналистов? Почему не делаете публичных заявлений? Почему вы не вызываете посла? Ведь вашей прямой конституционной обязанностью является представление и защита интересов граждан Республики Абхазия. Почему мы, общественники, должны этим заниматься? Ведь нам никто деньги не платит за это, это не наша служебная обязанность. Это ваша служебная обязанность. А если вы не можете с этим справиться, то почему вы вообще занимаете эти свои места? И после этого вы еще хотите вернуться вот туда, во власть. Для чего? Чтобы дальше участвовать в репрессиях наших граждан? Вот с этой целью, что ли? Я не понимаю. Ну, вообще, знаете, вот ребята спрашивают, Ливан тоже говорил, Лагилава, ну, такое бытует в сети, что, ну, подумаешь, лишили их гражданства, будут с абхазским паспортом переходить границу, ничего. Где дело в том, что их гражданство решили не потому, что там препятствовать переходу границы, да, их гражданство решили по политическим мотивам. И это лишение гражданства напрямую связано с сегодняшним нашим избирательным процессом. Просто напрямую. Я не знаю, такого никогда не видел, ни в какие ворота не лезет. Вот. Я, честно говоря, такой, ну, в какие-то штабы не вхожу и не такого прямо высокого мнения о планах по обустройству Абхазии всех кандидатов. Ну, я, конечно, не эксперт, могу ошибаться, но тем не менее. Но, по крайней мере, Аршба, Арзаба, Хурхумал, Барцец мы сами выбираем. А у меня такое складывается впечатление, что представители от высшей власти нам хотят выбрать, за нас хотят выбрать. Понимаете? Заставить нас. Да, и это все связано, вот, ну, тогда почему, при всем уважении, Бадра Гумба один из 5 кандидатов. И в данный момент он не исполняет своих вот этих обязанностей, он кандидат в президенты, он не исполняет обязанности президента. Почему именно с ним высокопоставленные российские чиновники обсуждают межгосударственные вопросы разного уровня? Почему это не обсуждают с действующим, исполняющим обязанности президента, если в этом есть необходимость? Почему это не обсуждали 1,5-2 месяца назад, когда в больницах не было света, когда школы закрывались, когда родители приводили своих детей на работу, чтобы они там от холода не заболели? Потому что очевидно, что это ведутся не переговоры, а нашему обществу дается сигнал следующего характера. Вот голосуйте таким образом, и будет у вас и свет, и зарплаты, и аэропорт, и газ. А будете голосовать другим образом, будут проблемы, в том числе, как у Ливана и Укана, с лишением гражданства. Вот этот сигнал дается. И вот этот кооператив бывших партократов с абхазской и с российской стороны хотят вот здесь продавить то, чему сопротивлялись 4 последних года благодаря этим выборам. Но я это вот так вот вижу. Знаете. И если кто-то думает, что это исключительное дело этих ребят, которых лишили гражданства, он глубоко заблуждается. Это наше общее дело, потому что их лишили гражданства за наши абхазские дела, за наши взгляды,
За отстаивание И, интересов да, Родины. К теме Да. было бы, конечно, хорошо, если бы здравый смысл возобладал, и на чашу весов положили бы вот это вот, взвесили, что важнее, стабильная, долгосрочная абхазская дружба, хорошие отношения с Абхазией, или вот эти сиюминутные, непонятно кем лоббируемые экономисты, вот эти полуэкономические, полукриминальные интересы здесь, в Абхазии. Нам кажется, что гораздо важнее долгосрочные, дружественные и прогнозируемые, предсказуемые отношения между нашими странами. И не надо это омрачать и осложнять, и не надо вмешиваться в наш выборный процесс. Мы сами выберем, кого мы хотим и кого считаем достойным. Если потом проблема будет, мы ему противостоять будем, и в оппозицию уйдем, и критиковать будем, но мы сами выберем, кого мы хотим. Не надо нам за нас выбирать, понимаете? Это просто не лезет ни в какие ворота. Я считаю, что мы все должны поддержать ребят, потому что мы сами себя должны поддержать, и мы наших детей тем самым поддержим. Я не хочу, чтобы они, вот, например, у нас какая-то сложилась историческая такая последовательность. Мне не хочется, чтобы они говорили, раз так, нам это не надо, мы будем искать другие варианты. Мы прорубим окно в мир. Нет в современном мире такого, чтобы тебя вот так вот закрыли шею, скрутили, такого не бывает, понимаете? Все равно эта вода найдет себе дорогу. Будем тогда добиваться, чтобы наши паспорта внутренние признали как средство передвижения сперва. Потом добьемся выступлений на трибуне ООН. Я надеюсь, наш следующий президент там выступит. Потом еще что-нибудь. Абхазцев невозможно так закрыть, посадить их в курятник, чтобы они туда не вылезали. Понимаете? Давайте дружить и не вмешиваться в внутренние дела. Мы хорошие друзья, хорошие соседи. Не надо это портить. Нет, надежные. Надежные соседи. Вот ты лучше знаешь эти примеры. Где-то мы кого-то подводили? Я с 2004 года у нас, как бы, вот эти внутриабхазские противостояния с реальными выборами, это, как говорится, предметы нашего роста. Понимаете, мы должны когда-то вырасти, выйти как бы из этой ситуации. Но вся беда в чем заключается? Люди, почему это происходит? И почему это детонатором всего этого не все абхазское общество, именно абхазский народ. Абхазы это делают. Почему? Потому что это титульная нация, это раз, и пусть никто не обижается, 85% погибших за Абхазию это лица абхазской национальности, хотя нас 50 там с копейками. Мы никого не упрекаем, каждый воин другой национальности, который был рядом с нами, это наш брат, наш друг, да и вообще все наше население не надо делить, кто воевал, кто не воевал, мы уже разобрались, всем Бог судья, кто как сумел, так и сумел. Вот, и за вот этот период по 24 год, да, 20 лет, у нас было потрясение не единичное. Ни разу никто за этот период ни одно кривое слово, даже мы чересчур перебарщиваем, даже некоторым это противно уже, мы на перегонки, кто там больше Россию любит или не любит, это вообще, Россия это не женщина, понимаешь, ее любит, это великое государство, с ней надо считаться, с ней надо, понимаешь, дружить. Но вот это наши перегонки от власти до оппозиции, если честно сказать, кто там больше всего любит, она просто, понимаете, они тоже видят. Немножко, знаешь, я вот начинаю вспоминать, да, если Владислав сказал, он по теме это говорил, а нам, понимаешь, это вот, понимаешь, мы слишком начинаем немного быть похожими на наших восточных соседей, которые, понимаете, они хорошие артисты, абхазы артистами быть не могут, они, это в крови у нас его нет, но мы хотим, понимаешь, порой как артисты выглядеть. За это, я к чему говорю, за весь этот период ни одна волосинка, ни с одного россиянина на территории Абхазии по нашим политическим вот этим проблемам. Ни один плакат никто не взял к этому посольству и не подошел. Претензий. У нас большая группировка российских войск в Абхазии. Ребята занимаются своими делами, наше общество их любит, уважает, ценит. Абсолютно никаких вопросов нет. Но у нас есть огромная армия бездельников,
российских спецслужб, которые болтаются по Абхазии. Абхазия очень удобно. Россия сегодня в состоянии войны со всем миром, если так сказать. Весь мир ей противостоит. И сюда накачали, я не просто так говорю, я, наверное, что-то знаю, кто меня знает, в конце концов, что я с потолка я такие вещи не говорю. Конечно, в связи с СВО сюда приехали, тем более, когда 2 года все абхазские власти, что у нас здесь антироссийских много и тому, они накачали сюда людей. Они как бы почти, наверное, их денежное довольствие, как в СВО, наверное. Слушайте, 2 года вы ни одного антироссийского не нашли. Они же должны какие-то рапорта писать, они должны отчитываться. Они же не могут говорить, что абхазцы между собой разбираются, но к русским относятся, ну, один раз сказали, то, но там же тоже наверху сидит руководство. Ну нет, как это так, если президент так говорит, министры говорят так, что вот здесь такие антироссийские, а вы все молчите. Ну, понимаете, мы ничего, вот я вам честно скажу, если объективно подойти, это мы делаем. Мы сами себе делаем. Мы на себя наговариваем. Слушайте, ты же власть, ты президент. Ты служба государственной безопасности, ты Министерство МВД, в конце концов, ты Генеральная прокуратура. Если эти люди совершили антиабхазские действия, антироссийские, это наш стратегический партнер, да возбудите уголовное дело, привлеките их к ответственности. Как Ахра говорит, если этого нет, если эти люди законопослушные, у них, понимаете, никаких претензий органов государственной власти, силовых структур к ним нет претензий, тогда откуда это поклеп? От кого это исходит? Запомните мои слова. Рано или поздно, как вот 1937 год вышел, они думают, что они здесь написали, туда ушло, здесь они порвали, выбросили. Там в России никто не порвет, не выбросит. Рано или поздно эти все доклады, все пасквили на своих граждан, которые писали определенные лица с Абхазии, там это все выплывет. И потом их потомкам это придется, понимаете, расхлебывать. Неужели 1937 год нам ничего не дал? Неужели 1937 год нас ничему не научил? Слушайте, мы вовлекаем в свою внутреннюю разборку великую страну, которая сегодня в состоянии войны находится. Да, слушайте, я всегда говорю, не дай бог с Россией что-нибудь случится. Просто от осколка погибнет Абхазия. Мы, знаешь, нормальные Абхазия. Я больше всего России, что сегодня хочу. Там вот кто-то говорит победы, не победы. Не победы, а мира, спокойствия. Чтобы эта война закончилась, чтобы люди прекратили погибать. Сколько наших соотечественников там погибло. Что, украинцы были нашими врагами, что ли? Мы с ними вместе в Советском Союзе жили. Никто не говорит, что уже 2 абхаза погибло на той стороне. Я это знаю, и лично, что я знаю. Но опять-таки, это выбор каждого, понимаете? Это выбор каждого. Но Россия, и каждый абхазец это понимает, что Россия стратегический партнер. Я вас уверяю, когда я на фронте увидел таких, как Ливан Мика, Тамаш Гецба и других ребят с этого двора, это, понимаешь, это элитный двор Сухумский считался. Ой, ребята, мы точно войну выиграем, если вы такие, как вы сюда пришли. Это люди, которые совершенно, казалось бы, понимаешь, прекрасно жили. Это элитные дети были. Но эти ребята, понимаете, вот что это в крови, что это мальчик, он уже если ушел бы в сторону, кто-то что-то сказал. Таких много. Он взял оружие и пошел. Им было по 17, 18, 19 лет. И вот почему я здесь, и вот почему мне это обидно. Я вообще страшно ненавижу, когда ветеранов войны обижают. Кто бы ни был, в какой бы он лагере ни был. Больше, чем ветераны войны, ошибок никто не совершил за весь послевоенный период. Но благодаря этим ветеранам войны, их боевым друзьям, сегодня Абхазия является независимым государством. Что бы он ни сделал, если он предал страну, вот его надо в порошок стереть. А все остальное ветеранам войны надо прощать, уметь прощать. А мы на них еще пасквиль пишем, мы на них доносы пишем. Наши боевые друзья, люди уже, понимаешь, пожилого, и, понимаешь, не так много нам осталось.
Потерпят еще лет 15-20, и мы закончим. Вот. Меня беспокоит другое. Ведь огромная армия патриотичных ребят равняется на Льва Намика. Вот как мне объяснить вот этим молодым людям, что произошло с Ливаном? Вот мы сидим, как вы, понимаешь, как нам этим молодым объяснить, что же мы такое сделали в этой стране? Понимаете, где за 30 лет существования независимого, 30 с лишним лет существования независимого абхазского государства ни один человек, ни один абхазский политик, ни один гражданин Абхазии. Вы не видите, что творится в России? Вы что, думаете, украинская разведка с абхазским населением не работает, как с российским работает? Но ни один абхазец урод не нашелся, который что-то поджег или что-то кинул в какой-то камень в кого-то. Слушайте, мы каждый день видим, что творится в России. Как их вербуют. Абхазцев, слава тебе, Господи. Это говорит о нашей мобильности нашей нации. Да люди с головой дружат. Ни одного абхазца никто не заберет. Пусть найдут, слушай, вот который украинский. Но зачем вы ищете людей там, где их нет, врагов России? Вот, слушайте, куча, я ежедневно телеграм-каналы, там арестовали, там арестовали, там арестовали, там арестовали. Здесь их нету, и надо молиться, что их нету, их чтобы никогда не было. Тот, который пойдет, понимаешь, на связь с украинской спецслужбой или с западной спецслужбой, таких людей надо в порошок стереть. Но из пальца высасывать врагов России на территории Абхазии, честно, если хотите, я вам скажу, я немножко жестче скажу, мы никому не позволим. Мы, если наши боевые друзья, они совершили антироссийские настроения, мы обязаны им это в лицо сказать, только меня в этом убедите, идиота. Или тоже очередным лишите паспорта. Это что такое? Это что за отношение? Это такое неуважение? За что? За то, что абхазы встали и сказали, что эта власть нас не устраивает. А мы первый раз это сказали, что ли? И дай Бог, чтобы это был последний раз. Да, но это в крови нашего народа. Слушай, это народ-бунтарь. Они историю немножко пусть обходят. Почему мы запрещенной нацией были в Российской империи? Понимаете? Нас не надо никуда присоединять. Этот народ-бунтарь оставить надо в покое. Она никогда, она в лицо скажет, но за спиной ничего не сделает. Вот мой подход как-то, понимаешь, может эмоционально, не по возрасту, но я такой. Зато как есть. Знаешь ли, что я хочу? Я хочу такую власть в Абхазии, которая вот так вот поднимет трубку и вот этими словами своему коллеге вот это все скажет. Не будет не бояться ни за последствия, ни за свою должность, ни за какие-то, не знаю, проекты и собственные планы, а вот так открыто и прямо скажет. И тогда, я вас уверяю, многое нормализуется. Но я не хочу иметь такую власть, которая будет использовать ресурсы иностранного государства. Разные. Административные, информационные. Откройте Mail.ru сегодня, я почту каждый день получаю, я не знаю, там прямая открытая реклама идет. Зачем? Я не хочу такую власть, которая будет рисовать чужого государства, пускай же и дружества, чтобы решать наши внутренние проблемы. Надо говорить вот так открыто, прямо, и тогда вы будете дружить. Будете юлить, всегда будете виновными, проигравшими, и знаете что, пройдет 2-3 года, 5 лет, и вся наша государство просто обнулится. Вот к чему ведем. Мы думаем, что мы решаем локальные вопросы, вопросы выборов, вопросы законопроектов. Нет. А мы сегодня решаем вопросы нашего будущего, нашего государства. Если вы думаете, что выиграв выборы, вы что-то там таким образом, вот именно таким, что-то решите, вы ошибаетесь. Знаете? Вы проиграете страну. Еще раз говорю, я хочу власть, которая вот так будет говорить со всеми, с друзьями, с недругами, с партнерами, с союзниками, неважно. Впереди ставят наши интересы, законные, обоснованные, а потом уже все остальное. Дружить мы можем. Мы хорошие, надежные друзья, партнеры, соседи. Но надо об этом сказать. Надо вот
как это, обосновать свое право здесь. Сказать, что оно незыблемо, что наши внутренние дела, это наши внутренние дела. Решать мы будем сами. Никому не дадим вмешиваться. Тем более выборный процесс, слушайте. Ладно, мы их зовем сюда. Зачем? Опять-таки, мы все время России хотим что-то указать. Нет, дорогие мои. Россия никуда не лезет, никуда их не зовут. Мы их сами зовем. Конечно. И потом, понимаете, вот вы говорите о том, что мы хотим то. А если мы превратились, я извиняюсь, к цыганам у меня хорошие отношения, но цыгане всегда там на рынке дай. Мы все время, понимаешь, что ты думаешь, Российская Федерация будет уважительно относиться к такому государству или к такому народу? Конечно. Это красивые слова для прессы, могут там руководители говорить. Но ты понимаешь, люди, которые ни одни вопросы, слушайте, руководители, которые на собственный народ жалуются, они будут уважение иметь в Российской Федерации. Ими пользоваться могут быть в каких-то корыстных целях. Но никогда... Почему с Владислава Арзумба 90% политической элиты ненавидела, но с ним считались. Потому что, невзирая на все моменты, они понимали, что его можно убить, но его согнуть невозможно. Если я говорил ни одному, ни второму, многим, и я сегодняшним тоже молодым ребятам сказал, президент Абхазии — это расстрельная должность. Это, понимаете, это человек, который каждый день рискует своей жизнью. Если ты бьешься за интересы своего государства, это страшно расстрельная должность. Потому что Абхазия красивая, здесь все хотят, понимаешь, иметь место. Но надо понимать, что под небом этого государства первым долгом абхазский народ должен, понимаешь, присутствовать, а потом все остальные. А то мы хотим вот так разрезать наше общество, загнать сюда. Нет, так не получится. Это ни в одном государстве такого не будет. Вот как-то давали там и показывали, по-моему, тоже Адгур Арзумба говорил. В конце концов, нам выступал вице-премьер, говорил о том, что до 100 тысяч людей. Были партийные функционеры, которые тоже так говорили. Ну что, вы чем хотите заселить Восточную Абхазию? А потом сколько мы людей положили, чтобы этих людей отсюда выгнать? Они с оружием в руках против нас стали. Зачем мы это делаем, я понять не могу. Когда люди такую политику проводят, это вы идиоты, вместе со своим Арзумбом Владиславом. Вы нас ввели в это, а нам надо было вот только вот так. Мы же до войны там не тесно было же, мы там не толкались, как этот Бжаня сказал, я извиняюсь сам. Вот. Что это такое? Что за подход? Что за отношения? Я, например, считаю и ответственно заявляю, та молодежь, которая стоит на позициях реальных ветеранов войны во главе с Владиславом Арзумбом, она должна повести Абхазию совершенно гордой, достойной, дружественной. Но, опять-таки, Российская Федерация для нормального Абхаза — это государство, великое государство, которое признало независимость Абхазии. Да, насколько мы этим воспользовались, это все, что... Я честно вам говорю, клянусь памятью, ребят, я никаких претензий к русским не имею. Претензии к нашей власти, которую мы выбираем, а потом, знаешь, с дрожащими руками мы вот разговариваем. Я же вижу, чиновники как себя ведут. Они боятся, потому что каждый там свои интересы имеет. Русским 2 слова сказать боятся. Потому что там везде, а что ты думал? Легко управляемый, самый управляемый, которого ты втянул в какие-то, понимаешь, коррупционные дела, все дела. И вот, понимаешь, с ним можно потом что угодно творить. И в протоколах записывать, там, что ему надо делать. Это вообще ужас. Я могу себе представить, что Владислава Арзумба вызвали, тот же Кремль, ему указали, что ему надо делать в Абхазии. Да это вообще уму непостижимые вещи. Такого, знаешь, такого не должно быть. Я к чему это все говорю? Это большая ошибка, большую ошибку, которую совершили органы государственной власти Абхазии. Время придет, вы это увидите. Время придет, увидите. Но я советую, вот сейчас в выборе, я не знаю, кто победит, потому что решение будет за нашим народом. Вот. Если от этой пагубной политики не откажутся органы государственной власти Абхазии и не осудят, и главное не осудят и не привлекут к ответственности, кто этим занимался,
мы можем взорвать свою государственность. Понимаешь, у нас вот тогда внутриабхазские разборки, которые никогда не закончатся. Вот мой подход ко всему этому. А то, что Ливан там и Камподи, это самая большая ошибка. Если хотя бы грамотные были бы, не с этих людей надо было начинать, может быть. Да, ну, их лишили российского гражданства за то, что они отстаивали интересы суверенной Абхазии. Это, я не знаю, это ложная информация была или это неправильный анализ ситуации. Да, но это не важно. Это может осложнить наши отношения, которые вообще никому не нужны, ни нам, ни нашим друзьям в России. Я считаю, что раз власти не реагируют на это дело, то, наверное, должно отреагировать общество. Возможно, мы составим какое-то письмо к руководству Российской Федерации, где изложим в дипломатичной, но твердой форме нашей позиции и скажем, что мы это расценили не как индивидуальные действия в отношении этих людей, а действия против нас всех, наших интересов, наших суверенных устремлений. Я думаю, что мы там найдем общий язык, нас поймут, в конце концов. Иногда бывают осложнения отношений, но прочные, долгосрочные связи, взаимовыгодные отношения гораздо важнее. Самое главное, что в Российской Федерации, вот я в чем, у них полный штиль 200 километров от границы. Полный штиль. Такого союзника по всему периметру Нигде нет. только можно Белоруссию найти. Да. И больше нигде. Больше нигде. И не надо ничего взрывать здесь. Здесь полное, здесь уважение. Пусть они пойдут у российских военных спросят, а не у тех бездельников, которые ищут, понимаете, в стоге сена иголку. Спасибо.